В Мирнинском районе открыли автозимник в Накынском направлении. На месторождение уже доставлены первые грузы, но к середине декабря движение пойдет и на Усть-Кутском маршруте. Планы зимних перевозок еще уточняются, но объемы транспортировки отдельных товарно-материальных ценностей известны. Подробности у Сергея Евсюкова. Уже 10 дней автомобили ленских автобаз бороздят северные просторы Алмазной провинции. Традиционно первые заезды выполнены в Накынском направлении. Туда за минувший период доставлено около 3000 тонн различных материалов, большая часть из которых налив. В небольшом объеме нефтепродукты ушли и на ближайшие пикеты Усть-Кутского зимника. В этом году мы с 26 числа ноября приступили к перевозкам народно-хозяйственных всех грузов компании на Накынскую производственную площадку. На сегодняшний день туда отгружено 2,7 тысячи тонн уже за неделю. Всего за зимник управление АДТ должно перевезти 55 тысяч тонн темных и светлых нефтепродуктов. Причем только из Ленской Нюрбы, так как весь налив в этом году доставлен по воде. Поэтому за исключением Усть-Кутского направления ГСМ пойдет по традиционным маршрутам. Что же касается сухогруза, то общие планы перевозок еще корректируются, но некоторые объемы зимних поставок уже известны. С Усть-Кутского направления на Мирный, Айхал, Удачный, Накын порядка 9 тысяч тонн сухогрузных грузов. И с Ленска на Накын самый большой объем – это 16 тысяч тонн. В том числе основная доля перевозок по сухогрузу на Накын из Ленска – это селитра, аммиачная селитра. Предусмотрены объемы отдельных грузов и для сторонних перевозчиков. Ориентировочно общие объемы зимних перевозок составят более 95 тысяч тонн различных материалов. Пока же активное движение идет только на Накынском направлении, но спустя буквально 10-15 дней машины ленских автобаз начнут работать на всем протяжении Усть-Кутского зимника, где уже в полную силу трудятся мирнинские дорожники, очищая и намораживая отдельные участки дорог.